Пришло время рассказать о последних событиях. В студии Мухаммед Зикиреев. Здравствуйте. Прямо сейчас мы расскажем о последних новостях к этому дню. Трагический рейс. Крымчане соболезнуют родным и близким погибших в Шереметьево. Танцы, песни, соревнования рекордных размеров турка. В Крыму масштабно отметили национальный праздник Кадырлес. Певец Гафар и разбойник Али. В Крымско-Татарском академическом музыкально-драматическом театре выступили дети с ограниченными возможностями. Трагический рейс. Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. На борту находилось 78 пассажиров. В Следственном комитете подтвердили гибель 41 человека. По данным Министерства здравоохранения России, 6 человек госпитализировано. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой. С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли и пострадали люди. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. На центральной площади столицы Крыма появился импровизационный мемориал в память о погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Горожане несут к нему цветы и свечи. Жители жилого квартала Ешельдах, что в 2 километрах от Симферополя, больше 25 лет проживают без централизованного водоснабжения. В поселке нет дорог и газа. Также жители просят возвести социально важные объекты. Неделю назад депутат Госдумы Руслан Бальбек и председатель Госкомнадзора Ленур Абдураманов встречались с жителями. Тогда они пообещали вернуться спустя неделю с представителями ресурсоснабжающих организаций администрации Симферопольского района. Встреча состоялась. Нур Азизович, как руководитель Госкомнадзора, провел 30-го, как мы и обещали, совещание со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня мы приехали к людям и доложили вот те пути решения, которые видим. Договорились, что до 15-го будет уже по каждому вопросу готовы дорожные карты с ответственными. То есть то, что касается вот тех проблем, с которыми люди сталкиваются, будем подводить итоги и, конечно же, посмотрим, как это будет работать. Естественно, самая главная проблема – это проблема водоснабжения этого села. Ну вот, спасибо Руслану Исмаиловичу, спасибо нашим районным властям, что не остаются безразличными к этой проблеме и уже наметили пути ее решения. Каждый месяц 27 числа руководство Госкомнадзора, местные власти и рабочая группа поселка с целью решения вопросов будут встречаться на площадке Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым. Большое спасибо, что они приехали к нам. Ну, опять, ответственно относятся. Люди надеются очень, что будут изменения. Тем более, вот приехали представители власти. Настало время священного месяца Рамадан. Для мусульман он считается серьезным испытанием во имя Всевышнего. Пост продлится почти месяц. В это время проложено воздерживаться от еды и питья в светлое время суток, а также отказаться от вредных привычек. Пост в Рамадан является третьим из 5 столпов ислама. Он обязателен для всех взрослых мусульман, за исключением больных, спутников, а также беременных женщин. В этом году Ураза Байрам приходится на 4 июня. Совет молодежи народов России объединил лучших представителей нового поколения. При Комитете Государственной Думы по делам национальностей создан молодежный совет. Такая идея была предложена депутатом Госдумы Русланом Бальбеком. Данный проект инициирован с целью выявления и содействия развития и наиболее ярких и эрудированных представителей молодежи народов Российской Федерации. Конкурс по вступлению во вновь созданную структуру получил большой отклик в регионах всей страны. Всего за 1 месяц отборочного тура поступило более 500 заявок со всей страны. По итогам конкурса сформирована сильная команда из 30 молодых людей. Новая структура будет заниматься созданием проектов по формированию и укреплению общероссийской гражданской идентичности, а также решением задач госнацполитики. Первое заседание Совета молодежи народов России пройдет в Государственной Думе в конце мая. Приближается главный праздник страны. В преддверии Дня Великой Победы мы вспоминаем наших героев. Энвер Аблязис о доблести и героизме выдающегося аса Медхана Султана.
Амедхан Султан, крымский татарин, дважды Герой Советского Союза, военный летчик ас. 603 боевых вылета и 49 сбитых самолетов. Ахтунг, Ахтунг, Шварцтойфель. Амедхан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке, окончил Качинскую военную авиационную школу. После того, как он год проучился в Качинской школе военных летчиков, его направляют в 122-й истребительный полк. После того, как его расформировали, его направляют в 4-й истребительный авиационный истребительный полк асов. И в этом полку в 1941 году он и встречает первый день войны в небе Молдавии. 22 июня летчик получает свой первый приказ. Нарушено пересечение советской границы германо-румынской армией. Весной 42-го Амедхан защищает Ярославль. В небе лучший немецкий летчик, но выстоять против советского аса он не смог. На высоте 7300 метров его перехватывает, уже переучившись на английский Hurricane 111. И с первого захода выводит из строя стрелково-пушечное вооружение. Крымский «Сокол» идет на таран, левым крылом сбивает вражеский самолет. Он быстро принимал решение на завязку боя, на атаку. У него любимая была команда «Аллюра, три креста, за мной!» И вся эта группа, которую он командовал, по его команде вступала в бой, значит, атаковала самолеты врага. Это, я еще раз говорю, был. Это человек воздушный лев. Осенью 42 года участвует в Сталинградской битве, становится командиром 3-й авиаэскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, в составе которого он воевал до конца войны. 24 августа 1943-го капитану Амедхану Султану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Во время войны я совершил 603 боевых вылета. Сбил 49 самолетов. Раз остался жив, значит, в то время самолеты, на которых я летал, были хорошие. Второй медалью «Золотая звезда» помощник командира по воздушно-стрелковой службе того же полка гвардии майор Амедхан Султан награжден 29 июня 1945 года. Погиб дважды герой 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16. Его имя, как и его вклад в победу, вечны в памяти своего народа. Энвер Аблезис, телеканал Миллет. В крымской столице состоялось торжественное построение, посвященное пятилетию крымского филиала Краснодарского университета МВД. В рамках мероприятия начальник университета наградил медалями благодарности и грамотами преподавателей и сотрудников филиала. На мероприятии присутствовали ветераны МВД, представители Совета министров Крыма, депутаты Государственного совета республики, а также представители администрации Симферополя и городского совета. По словам начальника Краснодарского университета МВД России Александра Симоненко, филиал занял достойное место как среди вузов системы Министерства внутренних дел, так и среди крымских образовательных организаций. Напомним, после событий Крымской весны появилась необходимость в переподготовке правоохранителей Крыма и Севастополя и подготовке новых сотрудников. Так было принято решение создать филиал в Симферополе и принять на обучение крымчан, обучающихся до марта 2014 года в вузах МВД Украины, а также провести набор новых курсантов. Печальные отголоски праздников. Крымские спасатели в период прошедших выходных дней ликвидировали 23 пожара, 11 возгораний сухостоя, а также оказали в горах помощь 3 туристам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. С 1 по 6 мая в Крымских горах было проведено 3 спасательных операции. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий сотрудники МЧС России выезжали 15 раз. Квалифицированную помощь спасателей получили 24 человека, 2 из которых дети. В Азовском море сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым была пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов в бухте Булганак. Браконьером оказался житель Ленинского района. Он осуществлял рыбную ловлю с использованием незаконных орудий добычи. В результате осмотра пограничниками были обнаружены и изъяты 2 десятка особей камбалы «Калкан».
Предварительный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. Подготовлены материалы об административном правонарушении. Один из символов Евпатории будет реконструирован. Как сообщила пресс-служба главгосэкспертизы России, предусматривается обновление путей контактной сети освещения и остановочных комплексов. По маршрутам движения трамваев оборудуют остановки. Кроме того, будут созданы и необходимые условия для комфортного доступа людей с ограниченными физическими возможностями, а также проведены иные необходимые работы. В Симферополе прошел 10-й юбилейный конный переход черноморских казаков. 30 всадников прошли по главным улицам столицы. Шествие было приурочено ко Дню Победы. Напомним, стартовали казаки 2 мая на Сапун-горе. Пункт назначения – город Армянск. Туда они приедут 9 мая. По словам организаторов, самая большая нагрузка выпала на долю самих лошадей. Они должны преодолеть путь в 240 километров. Ежегодно они успешно проходят дистанцию. В следующем году казаки планируют увеличить число участников до 100. Эта патриотическая акция вошла уже в добрую традицию. Казаки идут по населенным пунктам, возлагают цветы к мемориалам погибших освободителей, проводят молебны, общаются с населением, с детьми, что самое важное, прививая тем самым патриотизм и культуру нашу казачью. Танцы, песни, соревнования и рекордных размеров турка. Под Бахчисараем масштабно отметили национальный праздник Кадырлес. Тысячи людей собрались со всего полуострова. О том, как прошел майский праздник крымских татар, расскажут наши корреспонденты. Где праздник, там всегда танцы и музыка. Все богатство крымско-татарской культуры на одной площадке. Здесь царит атмосфера радости и дружбы. Мне очень нравится этот праздник. Я очень рада видеть всех односельчан, всех своих крымчан. Всех поздравляю с праздником. Всем здоровья, счастья. Это здорово, ребята, это весело. Я каждый год сюда приезжаю с семьей. Здесь собираются все крымчане. Мы счастливы и рады. Мне очень понравилось выступление артистов, музыка и песни. Заметно, что в этом году все хорошо подготовились. Я уверена, что с каждым годом этот праздник обретает популярность. На праздник приехали всей семьей. Спасибо большое, что именно так масштабно проходит праздник Кадырлес. Крымские татары отмечают древний тюркский праздник земледелия Кадырлес. В старину он обозначал завершение весенних полевых работ. Праздник символизирует приход лета, плодородия, достаток и благополучие. Этот праздник отмечали на протяжении многих лет. Мы обязательно вместе с народом будем отмечать этот праздник. Это событие всегда объединяет людей, их сердца, и это для нас огромный пример. Новым символом праздника в этом году стала самая большая турка размером более 2 метров, представленная публике телеканалом «Миллет» и радио «Ватан Сидасы». Для всех гостей праздника приготовили несколько тысяч чашек кофе. Первыми угостили главу Крыма Сергея Аксенова и муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Каждого крымско-татарского дома встречали или угощали чашечкой ароматного кофе. А на самую большую феску в мире, которая была сделана в прошлом году, муфтий Крыма по традиции прикрепил монету с эмблемой праздника. Кадырлес проходит с большим размахом. Здесь гости могут попробовать изысканные угощения, приобрести национальные сувениры и научиться традиционным ремеслам. И, конечно, посостязаться в силе на бойцовском ковре. Согласно обычаю, победитель национальной борьбы Куреш получает живого барана. Для малышей организовали целый детский мир. Это карусели, батуты, паровозики и прилавки со сладостями. Праздник собрал десятки тысяч человек со всех уголков полуострова. Люди приходят с семьями. Кадырлес объединяет всех. Очень праздничная, дружелюбная на самом деле. Очень хорошая аура этого фестиваля. С уважением. Здесь все крымчане присутствуют. Поэтому слава богу. Всех крымчане, всех национальностей. Для всех это праздник. Кадырлес в Крыму отмечали всегда, но такой размах он приобрел только после воссоединения Крыма с Россией. Уже 5 лет праздник удивляет и бьет рекорды, а в этом году расширилась география гостей. Конечно, для нас радостно, что наши соотечественники с Херсонской области ежегодно посещают Кадырлес, они с нами, они радуются солнцу, радуются сегодняшнему празднику, который
который нас еще раз вот сплотил, соединил и дал возможности пообщаться, услышать друг друга. Праздник укрепляет межнациональную дружбу на полуострове, сохраняет культуру, традиции и самобытность крымско-татарского народа. Для меня самое главное, самое приятное, что на празднике присутствуют все наши крымчане, абсолютно всех национальностей, всех вероисповеданий. То есть это самое главное в большом, едином, многонациональном Крыму, чтобы мы и все праздники праздновали вместе. Мы видим, как много людей на празднике, и с каждым годом масштабнее проходит Хыдырлес. Мы все ждем этот праздник, люди радуются и с семьями приходят. Отлично все проходит. В завершении праздника на сцене выступил специальный гость Эльбрус Джанмирзоев. Он по-настоящему зажег публику. Хыдырлес отмечали до позднего вечера. Целый день гостей радовали исполнители крымско-татарской эстрады, государственный ансамбль песни и танца «Хайтарма», ансамбль «Крым». А для тех, кто не смог побывать на празднике, целый день велась прямая трансляция на телеканале «Миллет». Возобновлено прямое авиасообщение между Симферополем и Тюменью. Первый в 2019 году регулярный полет по этому маршруту был выполнен вечером 4 мая. Следующие прямые рейсы из Симферополя в Тюмень будут совершены 24 и 27 мая. С 31 мая перелеты станут ежедневными. В весеннем и летнем сезоне летать из Симферополя в Тюмень будет еще 2 авиакомпании. Молодые ценители культуры и искусства. 11 мая стартует Всероссийский образовательный форум под названием «Таврида». Программа охватит различные направления культуры и искусства, в том числе музыкальное, художественное, театральное, литературное, фольклорное, архитектурное и другое. Каждый вечер ожидаются шоу-программы с участием известных мировых и российских исполнителей. В форуме планируют принять участие более 6 тысяч молодых профессионалов в сфере культуры и искусства в возрасте от 18 до 35 лет и всех субъектов России. Форум продлится до 5 октября. Традиционный фестиваль народов мира прошел в одном из симферопольских детских садов. Ребят в игровой форме познакомили с культурой и традициями народов 12 стран. Причем главными участниками стали сами дети. На фестиваль каждая группа готовила небольшое представление о выбранной стране. Ребята изучали традиции, особенности, культуру, а затем представляли ее на фестивале для всех детей и родителей. В администрации детсада уверены, таким образом в максимально удобной для детей форме удастся не только подготовить их к школьной скамье, но и воспитать достойных крымчан. В стенах Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра выступили дети с ограниченными возможностями. Они презентовали спектакль «Певец Гафар и разбойник Али». Начинающие артисты выступили как профессионалы. Премьера собрала полный зал зрителей. На постановке побывала и наш корреспондент Наджия Исаева. Как поет сумасшедший! Спектакль «Певец Гафар и разбойник Али». В зале Крымско-татарского театра юные артисты остались 1 на 1 с публикой. Это необычные артисты с необычными талантами. Их не останавливает ничего, ни коляски, ни физические особенности, ни предрассудки. Они полны энтузиазма и желания творить. Симферопольский театр кукол для детей с ограниченными возможностями единственное в своем роде. Здесь с детьми занимаются профессиональные режиссеры, художники и постановщики. Заказывали куклы, изготавливали куклы, декорации, шили костюмы, учили текст. Это же вы же понимаете, что дети у нас особенные. Очень долго, потому что спектакль не маленький, он идет больше часа. Спектакль состоялся по инициативе Ассоциации инвалидов. В этом деле их поддержало Духовное управление мусульман Крыма. Для нас это очень хороший пример. Человек цепляется за жизнь и, несмотря ни на что, продолжает идти вперед. А главное, дарит положительные эмоции окружающим. 15-летняя Екатерина Алимова в театре более 4 лет. Сегодня она сыграла роль служанки Фатимы, лучшей подруги главной героини, принцессы Айгуль. Мне этот спектакль понравился тем, что он учит говорить правду, не обманывать, доверять, в первую, потому что от доверия зависит очень многое в жизни. Инна Олейник, мама юной артистки Арины, рассказывает, для ее дочери занятия в театре – настоящее счастье. Спектакли она не пропускает ни при каких условиях. Перед выступлением, конечно, очень нервничает, а после как бы буря эмоций, говорит, я еще хочу, мы еще будем выступать, я еще хочу, как бы. Вот это ее очень заряжает.
Инвалидность не преграда на пути к сцене. Репертуар юных артистов с каждым годом растет. В дальнейшем они намерены выступать не только в столице, но и в других регионах России. Надежда Исаева, Ферида Якубова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Такими были события дня. Оставайтесь вместе с телеканалом Миллет. Хорошего вечера.